В Якутии сегодня День Республики. Впервые праздник отмечают в режиме онлайн. И сейчас с нами на связи глава региона Айсен Николаев. Айсен Сергеевич, здравствуйте. Как будет отмечаться праздник, учитывая сложную обстановку? Добрый день. Сегодня впервые за всю историю этого праздника День Республики у нас отмечается онлайн. Все офлайн мероприятия мы отменили, вплоть до возложения цветов, торжественных собраний. Вместе с тем, я не скажу, что от этого стало меньше людей праздновать его. И значение этого праздника для нас, якутян, огромно. Сегодня на национальном телеканале с утра начался телемарафон, где выступают известные якутяне с пожеланиями, с поздравлениями с праздником. Я провел урок истории для учеников, которые у нас обучаются как раз дистанционно уже практически месяц. Рассказал об истории основания этого праздника, об истории республики, об истории государственности. На сайтах музеев многих и учреждений культуры идут виртуальные конференции, онлайн-выставки, квизы, онлайн-игры, посвященные истории Якутии. Ну и, конечно же, вот, будут и праздничный большой онлайн-концерт. Ну, я перед праздником обратился ко всем якутянам, что самое лучшее, что мы можем сегодня сделать, отмечая этот праздник, отметить его в кругу семьи, с родными, с близкими, без выездов, без больших таких собраний, именно для того, чтобы сегодня все вместе мы преодолели эту пандемию коронавируса. Расскажите, какова сейчас ситуация с коронавирусом? Вот вчера было 152 заболевших, к сожалению, один человек умер. Сколько человек сейчас имеют бессимптомное течение болезни? Сколько тяжелых пациентов? Сегодня у нас 159 заболевших, увеличение в основном за счет города Якутска. 3 больных у нас в тяжелом состоянии, ну, у остальных болезнь проходит в средней или легкой степени тяжести. Серьезное беспокойство мы испытываем вот по городу Якутску и по той ситуации, которая сложилась сейчас в вахтовых поселках «Газпрома» на Чаингинском нефтегазоконденсатном месторождении, ну, где мы сейчас совместно с федеральными министерствами и МЧС, и Минздравом, управлением Роспотребнадзора вместе с «Газпромом» принимаем меры для локализации вот этого очага заражения. Что касается города Алдана, где у нас была тоже достаточно крупная вспышка, мы его полностью локализовали, можно сказать. За последние 5 дней ни одного заболевшего нет, и 2 случая было на неделю, но это уже внутри обсерватора. Поэтому вот те меры жесткие, ограничительные по карантину, на наш взгляд, дали свой результат. Ну и, конечно же, мы видим, как и в целом в стране, в мире, что у многих людей, в особенности у молодых людей, людей среднего возраста, эта болезнь проходит абсолютно бессимптомно. И только вот широкое тестирование, широкий забор анализов, который у нас в республике идет достаточно серьезно, мы в день обрабатываем свыше 2000 анализов уже, он позволяет этих людей выявлять. Ну и мы всех сегодня лечим не амбулаторно, мы всех лечим в больницах, потому что дополнительно развернули койки к тем нормативам, которые были установлены Минздравом. И у нас сегодня определенный запас прочности в этом вопросе тоже есть. Впереди майские праздники. Не собираетесь вы как-то ослабить меры или наоборот, меры будут только ужесточаться? Вы знаете, Якутия — это самый большой субъект Российской Федерации. На его территории может разместиться такая страна, как Индия. И, конечно же, ситуация в разных ее частях абсолютно разная. Мы, благодаря нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, который дал нам, регионам, право самим определять степень ограничений по тем или иным территориям, республику разбили сейчас на 4 части. Первое — это наши арктические территории и труднодоступные населенные пункты, которые сегодня, когда зимники у нас уже закрылись, они стали изолированы уже сами по себе природой на несколько месяцев. В них у нас все ограничения, кроме проведения таких широких, больших массовых мероприятий, все ограничения сняты. Вторая категория — это наши сельские территории в центральной части Якутии, в западной, в восточной, где ограничения остались в работе как раз по торговым центрам, в части общепита. Ну, незначительный круг ограничений все равно он у нас действует.
Третья группа – это наши крупные населенные пункты, такие как город Якутск, Нерюнгри, Мирный, где режим полной самоизоляции действует, где ограничения для бизнеса были достаточно большие, но на прошлой неделе мы разрешили работу уже отдельных специализированных учреждений торговли площадью до 1000 квадратных метров, разрешили работу медицинских учреждений частных и частных салонов красоты с медицинскими лицензиями. Сейчас запрет в основном касается торговых центров и работы уже вот других таких видов контактных бизнеса. И четвертая группа – это те территории, на которых мы сегодня ввели карантин. Это вот город Алдан, это территория Чаяндинское месторождение и территория одного вахтового поселка на западе Якутии, где у нас заболели дорожники, 50 человек там в поселке, 10 заболевших. Мы его тоже ввели карантин до 30 апреля. Поэтому я думаю, что вот такое разнообразие методов позволяет нам как бы балансировать ситуацию, где надо ограничивать, где надо усложнять какие-то режимы. По Якутску, в связи с тем, что на последней неделе мы видим все-таки достаточно серьезное распространение болезни, каждый день у нас новых заболевших больше, то с завтрашнего дня мы будем вводить масочный режим, обязательный для всех общественных мест, в том числе общественного транспорта. Александр Сергеевич, спасибо за такой подробный рассказ. На прямой связи со студией был глава Якутии Айсен Николаев. В Находке ищут срочную замену